Приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Как вы заметили, я постригла волосы, я это сделала. Я безумно рада, что я это сделала, что я... Знаете, вы не представляете, вот прям как будто бы это новая я, новая Джама. Это просто нереальное счастье, что я чувствую себя намного лучше. Так что я давно хотела постричь волосы, я это сделала. Так что спасибо всем огромное, кто за меня переживал вместе со мной, потому что было тяжело отрезать вот столько волос. Так что все нормально, я жива, здорова, мне это нравится. Так что да, спасибо огромное. Что сегодня я для вас приготовила? Я для вас приготовила мейкап-туториал на этот макияж. Я была вдохновлена корейской рутиной макияжа. Как вы знаете, у кореянок макияж просто красивый. Мне просто самой вообще нравится то, что у них все такое вот, очень такое вот сияющееся, свеженькое. И они вообще практически не используют бронзер. Они контуры пытаются сделать очень-очень невидимым. Как бы у них в основном румяночка есть. На глазах особо не делают. Если делают, то это если они прям, не знаю, в клуб идут, может быть, сделают чуть-чуть. А так они вообще почти что ничего не делают, кроме, конечно же, стрелочек. Они стрелочки обязательно делают. Так что я просто была вдохновлена их макияжем. Так что попыталась это преобразить у себя на лице, да. У меня есть несколько аккаунтов, как бы, не то что несколько, у меня только один, который мне реально вдохновило делать это видео. Я фолловлю в Инстаграме, я могу оставить ее ссылку тут, можете посмотреть. Она в Инстаграме, она визажистка, вроде корейская, там все это корейском непонятно, но у нее есть видео, там, где она показывает, как она делает на себе макияж и на других. И мне было очень интересно, как она использует разные вещи по-разному, не как мы здесь в Америке. Так что я попыталась сделать то же самое, как она делает. И вроде как получилось. Не знаю, мне очень нравится, по крайней мере, сейчас. Вот. Так что, если вам интересно, как делать корейский макияж, который я попыталась сделать, надеюсь, вам понравится. Так что оставайтесь со мной, переключаемся на видео. Но я хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, да подпишитесь уже, пожалуйста, подпишитесь, сейчас. Вот, так что давайте приступаем. Ну что ж, поехали. Я уже все сделала по уходу за кожей. Начинаем с праймера. Праймер у меня Stila One Step Primer. Это как сыворотка и праймер вместе, так что можно нанести его как и по уходу за кожей, но я люблю наносить перед тональным. Потом идет у меня другой праймер. Это праймер, чтобы кожа сияла. Наношу, можно сказать, по всему лицу, чтобы дать сияние. Теперь даем еще больше сияния, потому что это корейский макияж. У меня Marc Jacobs Highlighter Stick. Наношу только на верхней части скул, там где нос, чтобы больше такое экстра сияние дать. Так что, да. Дальше идет корректирование. То, что я заметила, кореянки, у кого неровная кожа, как у меня, делают корректирование перед тем, как наносить тональную основу. Так что я наношу зеленый там, где у вас есть краснота. У меня это под носом, можно сказать, там, где лицо, ну, там, где найдете красное, можно нанести зеленый корректор и немножко подправить. Видите, там, где у меня прыщики, подправляем цвет. Дальше идет у меня Dior Fix It, это у меня как бы персикового цвета корректор. Наношу под глазами, там, где губы, чтобы все уравнять, осветлить. Дальше идет у меня другой праймер. Это такой больше, опять же, персиковый, можно сказать, или розовенький. Наношу уже по всему лицу, чтобы поправить немножечко цвет, чтобы не слишком было зеленое. И там, где нужно осветлить, тоже осветляю. Тональная основа у меня Candle Glow от Laura Mercier. Наношу его сверху всего-всего, чтобы все выровнять. Так как я нанесла корректор до этого, все будет намного ровнее. Дальше, чтобы губы не были сухими, наношу бальзам для губ от Kopari. Для консилера используем NARS консилер, у меня Custard, наношу под глазами и хорошенько осветляем и наносим спонжем. Это не спонж, это у меня от Lancome такой спонжик для кушена. Теперь у меня идет Pony Effect румяна и контур стик, это карандашики такие. Начинаем вначале с румяны. Румяна у меня более такого кораллового цвета, наношу его там, где скулы, а кореянки в основном используют очень близко к щечкам. Я не стала этого слишком делать, потому что мне такое чувство, что мое лицо станет еще круглее, так что я его оставляю там, где скулы, как контуринг, чуть выше, можно сказать, чтобы было видно. Почему-то из-за освещения хорошо не видно, хотя я очень много нанесла. Контуринг делаю только там, где нос, чтобы сделать нос более прямым. И, в принципе, все. Больше особо не буду делать на лице.
Дальше идет у меня setting powder. Для финиширования наношу только там, где под глазами, и, можно сказать, лоб, чтобы не слишком казалось жирным. Для хайлайтера использую Too Faced Highlighter. Наношу его на верхней части скул, там где нос. Я хочу сделать лицо немножко сияющим, таким illuminizing. Дальше идет у меня румяна от называется Cali Girl от Benefit. Наношу сверху той румяны, чтобы дать немножечко темноты, а то из-за освещения хорошо не видно, так что я пытаюсь сделать темнее. На брови я буду использовать Gimme Brow, это такой гель для бровей, который очень-очень водостойкий, просто нужно наносить, и он становится водостойким. Сегодня я буду использовать палетку от Too Faced Sweet Peach Palette. Начинаю с цвета, коричневый цвет, называется Puree. Наношу вначале на внешний угол моих глаз, моих век, рассушиваю хорошенечко, чтобы дать такую иллюзию контуринга глаз. Но я не делаю слишком мои глаза большими, но я просто хочу дать такие тени, как будто это натуральные тени. Я заметила, что многие кореянки так делают, и я рассушевываю, видите, пальцем, чтобы не было особо видно, что у меня есть тени. Дальше этот же цвет наношу тонкой кисточкой под глазами, но не так, как обычно, я немножко делаю в дистанцию, там где как будто бы даю иллюзию больших глаз. Поэтому не прям под глазами, а немножко пропускаю кожу и под ним. Примерно так. И тот же цвет опять же наношу на подвижное веко, как карандаш, можно сказать, затемняя там, где линия ресниц. Я заметила, многие кореяночки не особо любят темные глаза. Они чуть-чуть сделают тени, очень-очень, не знаю, осторожненько, не слишком затемняя. Дальше идет у меня Moon Dust, это Space Cowboy от Urban Decay. Наношу пальцем по всему веку. Здесь можно как хотите, я нанесла только на подвижное, а можно чуть сверху, чтобы дать такую иллюзию красивых мокрых глаз, можно сказать. Так что да. Дальше наношу хайлайтер с палеточки у меня Queen of Hearts. Белый цвет только на внутреннем углу. Дальше идет у меня подводочка от NYX. Черная. Наношу немножечко, так как кореяночки особо не используют сильно. Я стараюсь не делать как я обычно делаю, только немножечко, чтобы сделать глаза более такими миндалевидными. Дальше идет у меня тушь. Тушь у меня от Too Faced Better Than Sex. Обожаю этот тушь, как вы знаете, дает нереально красивый объем. Я здесь подумала, мне нужны накладные ресницы или не надо, так как кореянки особо не используют. Так что я подумала, что мои ресницы достаточно длинные, так что я не буду делать этого. Так что поехали. Дальше идет у меня помада от Laura Mercier, называется Ruth, если я правильно сказала. Наношу его вначале как базу, как видите, чтобы отбелить губы. Потом наношу более такой от Pony эффект розовато-коралловый цвет, наношу только во внутреннем, как будто бы укусанные губы, как вы знаете, это тренд корейский, только внутри наношу. Вуаля! Вроде бы жалко, что мои губы не такие большие, было бы классно, если у меня были большими. Так что вот. Дальше наношу мой бальзам, я наношу его как блеск для губ сверху, чтобы дать такой мокрый эффект. И чтобы все закрепить, брызгаю спрей Infallible от L'Oreal. Ну что ж, ребята, на этом все. Правда, у меня не прям такие корейские черты лица, но я постаралась сделать так, чтобы подошло к моей коже. Так что, если вы создадите такой лук, обязательно дайте знать. Увидимся мы с вами на следующем видео. Пока-пока!